В рамках программы развития образования в 2025 году в Ингушетии капитально отремонтируют 8 учреждений образования, сообщили в Минстрое Республики. Из них 6 школ и 2 детских сада. На объектах проведут работы по укреплению фундамента основных корпусов, замене кровли, потолков, входных групп, оконных и дверных проемов, обновлению внутренних помещений, лестничных маршей, перил, систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, пожаротушения, а также установят новое оборудование. В 2024 году в регионе был проведен капитальный ремонт в 6 школах. С 1 февраля на 9,5% повысится материнский капитал. После индексации сумма сертификата на первого ребенка составит 690 тысяч рублей. Если семья уже получила мат-капитал на первого ребенка, то при рождении второго малыша доплата будет 222 тысячи рублей. Если же семья не получила поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу получит полную сумму – 912 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котюков на совещании президента с членами правительства. В России появится стандарт семейной центричности и семейной ориентированности при реализации государственных программ и проектов. Критерии ориентированности на семью будут учитываться при проектировании зданий, мастер-планов населенных пунктов, разработке мер поддержки, создании информационных программ, фильмов, рекламы и так далее. Ранее глава государства Владимир Путин дал поручение обеспечить мониторинг соблюдения при реализации нацпроектов принципа семейной центричности. Росстат оценил инфляцию по итогам 2024 года в 9,52%. Лидером по росту цен стали картофель и сливочное масло, которое подорожало в среднем до 1200 рублей за килограмм. Плодоовощная продукция выросла в цене на 22%, остальные продукты без учета плодов и овощей на 9,5%. Цены на непродовольственные товары прибавили более 6%, а услуги в среднем 11,5%. Инфляция оказалась выше прогнозов, которые давали Минэкономразвития в сентябре 7,3% и Банк России в октябре 8,5%. В Ленинградской области может появиться памятник ингушским воинам. Власти области поддержали инициативу об установке памятника ингушским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вопрос обсуждался на встрече представителей Ингушетии и Комитета по местному самоуправлению Ленинградской области. Правительство направит более 42 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям. Большая часть финансирования пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ, чтобы приобрести топливо, семена и минеральные удобрения для посевной кампании. Остальные средства будут направлены на кредитование предпринимателей, которые занимаются в том числе выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов и ягод, селекцией и генетикой для улучшения отечественных сортов растений и развития животноводства. Пользователям Telegram следует опасаться рассылки вируса трояна «Мамонт», сообщили в МВД. Чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом «Это ты на видео?». Также слово «видео» в разных вариациях используется в названии файла, сообщили в полиции. Когда пользователи открывают файл, то на телефон устанавливается приложение. После этого оно может быть заражено вирусом «Мамонт». Этот троян может читать пуш-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи. Также он может автоматически переслать зараженные файлы контактам пользователя в Telegram. По данным МВД, злоумышленники таким образом хотят получить доступ к платежным сервисам человека.